Гамбажап Цибиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 4. Лхаса, город и его главные святыни. Часть 15. Город. Живая речь и прозаическая литература называют этот главный город Центрального Тибета не иначе как Лхаса, что в переводе на русский язык значит «страна небожителей» или «область богов». Только в поэтических произведениях иногда встречается название Лхадан, то есть полный небожителями. Происхождение этих, в сущности, однозначащих названий объясняется пребыванием в этом городе двух статуй Будды Шакьямуни, полученных, согласно преданию, тибетским царем Сронзонгомба. Это 629-711 годы по Рождеству Христова. В качестве приданого двух его жен – царевин непальской и китайской. Статуи эти тибетец называет Джово, слышится скорее Джу, причем небольшая статуя именуется полнее Джуринбоче, малая Джурамоче. Общее название Джу в форме Дзу перешло к монголам не только для обозначения их статуи, но и их места пребывания города Лхасы. В дальнейшем монголы стали называть этим именем вообще весь Центральный Тибет. Точного года основания Лхасы пока мы не можем назвать, но историческое предание говорит, что жена царя Сронзонгомба, непальская царевна, построила в 1653 году для привезенной с собой статуи Джу храм, находящийся ныне в центре города и называемый Прулнан Дзуклханг, что буквально значит «храм чудесного сияния», а царь построил замок на горе Марбари, где ныне Патала, дворец Далай-ламы. Этот период, то есть 50-е годы 7-го столетия, вероятно, можно назвать временем основания Лхасы. Город этот находится на правом берегу реки Уйчу, почти в одной версте от ее русла. Река Уйчу в литературе носит чаще название Джичу, а по другой транскрипции – Кьичу, счастливая река, но в разговоре чаще называют ее Уйчу, срединная, центральная река. Может быть, последнее название было позднего происхождения, так как являлось вместе с возникновением Уйской провинции, как главной, центральной. То есть, когда политический центр Тибета перешел в долину этой реки. В этом месте северные горы отступают от реки верст на 5 и образуют таким образом довольно широкую равнину, на которой возвышается продолговатая скалистая горка. На 3 вершинах этой горки построены Патала и другие здания, о коих речь будет впереди. Ежегодный разлив реки Уй, да и вообще ближайших речек, происходящий от обильных летних дождей, по-видимому, издавна служит причиной забот правительства об искусственной защите от этих разливов. Так, по берегу реки Уй на протяжении почти 10 верст устроена каменная плотина, ежегодно подновляемая особым видом общественной работы. Кроме того, для речки, текущей с перевала Гоала, устроено искусственное русло с высокими песчаными валами по обеим берегам. К целям же защиты города от наводнения, без сомнения, должны быть отнесены и многочисленные отводы, каналы, устроенные как по городу, так и вне его. Тем не менее, обилие летних дождей нередко заставляет воду выступать из канав и образовывать небольшие озерки и лужи на городских площадях и во дворах, а некоторые улицы обращают в быстро текущие ручейки. Направление больших улиц Лхасы преимущественно с севера на юг.
и с востока на запад. Хотя при отсутствии правильной планировки города много улиц тянется и в других направлениях. При этом большинство улиц кривы, узки и грязны. Дома преимущественно из сырого кирпича, но нижний этаж у большинства из них из каменных плит, а у богатых из тесаного камня. Они по большей части двухэтажные, хотя между ними немало одно- и трехэтажных. Строится же колодцем, то есть со внутренним двором наподобие больших европейских домов, причем бельэтаж имеет перед собой навес, который поддерживает вход в квартиры верхнего этажа. Квартиры в домах по большей части состоят из двух комнат. Кухни, по-тибетски рунхан, у самого входа, и горницы, по-тибетски симхан, то есть спальни. Но много квартир и однокомнатных. Вообще, должно сказать, что квартиры ради экономии места устраиваются довольно тесными, зато и плата сравнительно невелика. Например, за квартиру в 2 квадратных сажени в нижнем этаже платится приблизительно 10 тибетских монет. Это 2 рубля на наши деньги. Я же лично платил 40 местных монет в год за квартиру и 2 комнаты. Пространством по 4 квадрата сажени каждая в бельэтаже. Крыши плоские. Окна достаточно велики, но за отсутствием стекол заклеиваются на зиму бумагой местного производства или обтягиваются белым коленкором. У некоторых богатых домов встречаются решетчатые рамы китайского стиля. Для ограждения от воров окна закрываются ставнями с внутренней стороны. Полы глинобитные. В богатых домах встречаются глянцевитые, сделанные посредством трамбовки мелких камней вместе с глиной. Потолки поддерживаются колоннами и балками, на коих разложены тонкие жерди. Промежутки между последними закладываются сверху щепками и каменными тонкими плитками для удержания глинобитной крыши или такого же пола следующего этажа. Дымовые отверстия находятся лишь на верхних этажах, и для защиты их от дождя над ними или устраивают небольшие навесы, или в них вставляют горшки без дна. Последние, конечно, только для того, чтобы дождевая вода не размывала отверстия. Дым уже из печей нижних этажей предоставляется выходить через окна и двери, что, конечно, не обходится без того, чтобы он предварительно не наполнил кухни. Спальни не имеют вовсе печей потому, что сравнительно теплые зимы позволяют обходиться без него. Нагреваются эти комнаты только посредством углей, наложенных в особые глиняные посудины, называемые мэпар. В богатых квартирах кухонные печи имеют трубы, выводящие дым наружу по стенам дома. Такие печи устраиваются вроде печей, предназначенных для топки каменным углем, то есть с отверстием внизу под дувалом для лучшей тяги воздуха. Квартиры нижних этажей отличаются сыростью, потому в них по необходимости ютится беднота или для удобства помещаются лавки торговцев. Верхние этажи вследствие сильных дождей часто страдают подтеками с крыши, следовательно, лучшими являются квартиры средних этажей. В каждом порядочном доме устраивается отхожее место, одно на весь дом, для чего избирается обыкновенно верхний этаж, с таким расчетом, чтобы нечистоты могли стекать на площадь или безлюдную улицу. Впрочем, тибетцы никогда же не стесняются отправлять свои естественные потребности ни местом, ни присутствием людей другого пола. По излюбленным обывателями улицам можно только крепко зажавши нос и пристально смотря под ноги. Содержание в чистоте дворов и прилежащих улиц лежит на обязанности квартирантов.
над которыми в каждом доме есть надсмотрщик или надсмотрщица, вроде наших старших дворников. Этот же надсмотрщик заведует сдачей в найм квартир и сбором платы, почему и называется ханнер. На обязанности ханнеров лежит окрашивание каждую осень в октябре домов в белый цвет известью. В то время бывает сухой период года, и все жители возобновляют окраску домов, изрядно смытую летними частыми дождями. Окрашивание производится посредством окатывания ведрами в нижних частях, а в верхних краска пускается особыми желобками, проводимыми под самой крышей. Такое окрашивание очень неряшливо и неравномерно. Только богатые дома, не щадящие красок, бывают издали достаточно белы. Особых названий частей города нет, если не считать восточную часть города, где группируются преимущественно торговцы из Кама, и которая называется Банакшот. Другие же части именуются поблиз находящимся известным домам или подворьям. Конец 15 части. Следующая, 16 часть, имеет название «Храм Большого Джу».